Вы смотрите актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 15 февраля ежегодно в России отмечается дата День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Сегодня гости нашей студии, участники тех событий, ветераны афганской войны Валерий Лютый и Николай Гребенников. Валерий Алексеевич, Николай Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос у меня такой: что для вас обоих значит сегодняшняя дата? Ну, это, во-первых, это память. Это память о той войне, о тех потерях, трудностях, о том героизме. Это скорбь и одновременно радость в том, что она закончилась, эта война. А это была именно война. И, наверное, осознание того, что все-таки, что бы там ни говорили некоторые умники, наши ребята героически там показали себя. И вот мы сегодня будем это вспоминать, будем возлагать цветы и, конечно же, вспоминать погибших. Естественно, возможно встречи, потому что мы не так часто встречаемся. Жизнь такая штука, что она не стоит на месте. У каждого свои заботы, свои хлопоты. Но сегодня мы, конечно, независимо от таких условий климатических, мы обязательно сделаем свою традицию, исполним свой долг, вспомним ребят здесь по городу Якутску. Ну и не только в городе Якутске, в наших городах, во всех по Якутии, даже в маленьких каких-то поселках. Ребята будут вспоминать наши, будут встречаться. Ну, в основном это праздник. Не так это грустно, как бы это ни было, все равно это праздник, он и назван-то событие такое вот. Окончание не только афганской войны, он сейчас назван воинов-интернационалистов день, немножко расширен, потому что есть такие войны, где они не отпечатаны как бы в памяти, ну, в каких-то документах даже, можно сказать, а в душе они находятся. Поэтому мы все вместе, воины-интернационалисты, те, кто служили за пределами Советского Союза. Сколько у нас сейчас примерно, может быть, в столице или в Якутии ветеранов афганской войны проживает примерно? Афганская. Ну, в 80-х годах было 746 человек, а сейчас 469 осталось. Это по республике. А в городе всего 134. Ну, здесь житейское, многих уже нету с нами, многие выехали. Вот такое количество. В принципе, я думаю, не очень малое. Ну, когда вы собираетесь вместе, чаще всего что вы вспоминаете? Ну, я уже сказал, что мы вспоминаем в первую очередь погибших. Вот. Конечно же, разные эпизоды этой войны, кто где служил, какие-то истории. Ну и вспоминаем, конечно же, тех ребят, которые с нами сейчас уже на гражданке ушли от нас. К сожалению, мы теряем своих бойцов уже после войны. Вот все вот это, короче, есть встретиться, о чем поговорить, я так просто скажу. Это вот важно. Ну, а чаще всего, скорее, смешные истории. Вообще война – это рутина такая, это, конечно, бытовуха. Без юмора такая, нельзя, да. Самое тяжелое – это быт. Тут и однозначно. А в этом быту бывают такие интересные, смешные истории, что, ну, довольно-таки они кажутся какими-то не трагичными, а как бы житейскими. В основном такие вот. А там говорят, что вот, вы вспоминаете бои. Нет, это очень-очень редко бывает такое. Вы оба активно занимаетесь общественной деятельностью. Это что, боевая закалка или беспокойство о судьбе однополчан? Что вами движет? Ну, знаете, вот я общественной деятельностью начал заниматься с комсомола. Да. Это оперативно-комсомольские отряды, борьба с хулиганами и так далее. Вот с тех пор вот как-то у меня вот в этом направлении, как бы сказать, душа лежит, что ли, есть какое-то понимание, как это делать. Какие-то небольшие, но организаторские способности, наверное, есть. Вот, опыт уже. И, конечно же, вот, опираясь на тот опыт и комсомол, мы стараемся вот, с Николаем Григорьевичем вести военно-патриотическую работу. Ну, вот я вот веду, занимаюсь этим делом с 1985 года, с 1985 года. Так что опыт есть.
Ну и сейчас, вот, продолжая эту тему, я сейчас являюсь руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. Это общественная организация, задачей которой стоит главное – это помогать людям, любые проблемы решать, которые нам, как говорится, по зубам. Мы сейчас вот работаем над обращением граждан к Владимиру Владимировичу, смотрим те, которые не выполнили, чиновники, или тянут рутину, как говорится. Мы стараемся этим людям помочь. Конечно, не все получается, не всегда, но в основном удается помочь. Вот, знаете, это... Мы так даже называемся сейчас тоже, это между собой, конечно, фронтовики, так в шутку. Но, конечно же, это общественная организация, она состоит в основном из активистов, активных граждан России. А так, мы с Николаем Григорьевичем уже знакомы. Сколько, Николай Григорьевич? Мало. Тоже с 85-го, Не по-моему, десяток. года. По-моему, с 85-го года. И вот общественная работа, она, требует самоотдачи, и она зачастую не ради благодарности какой-то и славы. То есть вот есть у нас зачастую, мы же знаем, что поймать хайп, сделал, говорится, кому-то дал денег, и тут же всем рассказал, что он такой добрый, хороший, сразу там, нужно каждый день это делать. Вот тогда это будет, каждый день, когда я буду помогать людям, тогда это будет работа уже. Ну и, пожалуй, направление – это поддержание тех традиций вековых, наверное. Это с Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, потому что мы должны чтить тех героев, которые стояли на защите Отечества в те годы. Ну и между собой, конечно, поддерживать отношения, как-то должны встречаться. Дальнейшая это работа с молодежью. В общем, тут нельзя сказать, это закалка или желание, или комсомол. Это, видимо, все воедино связанное. Потому что мы из Советского Союза, мы из комсомола. И хотим, чтобы и молодежь была такая же активная, чтобы участвовали и во всех мероприятиях, в наших военно-патриотических мероприятиях. Здесь очень много, тут одним словом не объяснить, почему мы и чем мы, и для чего мы это занимаемся. А, в общем-то, я думаю, для нашего государства, для нашей России. Я хочу еще добавить, что вот мы с Николаем Григорьевичем возглавляем еще общественные организации ветеранские. Я Российский союз ветеранов Афганистана, Николай Григорьевич Ассоциацию ветеранов боевых действий, внутренних войск и других. Поэтому наша еще задача стоит – это помощь ветеранам боевых действий. В данном случае вот у меня, я занимаюсь афганцами. Это же и семьи погибшие есть, хоть их мало, есть, но есть. И самое главное, это сейчас помочь ребятам, в простых житейских проблемах, решении житейских проблем. Для чего мы сейчас, я вот как депутат, с другими депутатами, ветеранами боевых действий, мы сейчас работаем над законом о социальной поддержке ветеранам боевых действий как дополнение к федеральному закону. Почему это важно? Потому что перечень льгот и помощи ветеранам боевых действий федеральных, он очень маленький. Он даже меньше, чем у ветеранов труда. А региональная власть имеет право дополнительные какие-то вещи есть. Но они не будут связаны в основном с бюджетом затратным. Такие вещи, там рыбалка, охота, землю не можем решить проблему, построить дом, ребята не могут получить землю в ИЖС. Вот эти проблемы и так далее. Спасибо, сейчас вот власти услышали нас, Александр Сергеевич, и мы сейчас над этим законом работаем. Приближается круглая дата, 75 лет Великой Победы. Какая подготовка ведется к этому празднику большому? Мы, конечно, участвуем в подготовке к 9 мая, несколько мероприятий таких интересных. Во-первых, это, конечно, производство парада. Парад в этом году будет иметь немножко иной формат, не так, как у нас на площади Победы. Там, когда малое количество людей могло поучаствовать, увидеть это все. Будет сейчас на площади Ленина, мы к этому имеем отношение. Это первое, значит, в память о наших погибших в годы Великой Отечественной войны мы готовим реконструкцию боя на Ильмене, где более 460 наших якутян погибло. Это будет тоже, пробный шаг был сделан 5 лет назад, и мы хотим объемно, красиво, чтобы знали люди, чтобы знали дети, внуки, правнуки, что там участвовали
наши деды, прадеды, которые очень много еще находятся без вести пропавшие. Ну и так много предложений, допустим, провести парад на дому. Вот есть в интернете, наверное, многие видели, замечательная такая вот как бы идея для тех ветеранов Великой Отечественной войны, кто не может ходить, провести парад на дому. Я думаю, для глав это муниципальных образований, для школ, учебных учреждений, для нас, вот, ветеранов боевых действий, это будет несложно, но зато какой великий подарок. Подвести к окну, посмотреть, что его чествуют, то, что его знают, помнят. Это будет, ну, одни такие из тех вопросов, которые мы готовим. Ну, мы готовы сделать многое еще. Как говорят, мы молодые, мы всегда уже под 60 лет, и все равно мы молоды. И добавлю, Получается что так. Николай Григорьевич это не сказал, но он, ну, наверное, это важно. Это будет необычно, то было, по-моему, 14 коробок, а сейчас сколько? Сейчас 75 коробок. 75 коробок да. будет. Честь И это, наверное, 75-летия. еще не окончательный вариант, потому что очень многие, и я думаю, что и военно-патриотические клубы примут участие в параде. Трудовые И, коллективы уже дают согласие. коллективы. И это мы сейчас будем парад делать именно для фронтовиков, для жителей города Якутска, а не как вот раньше было, чтобы именно они посмотрели. Николай Григорьевич, Валерий Алексеевич, спасибо за интересный разговор. Поздравляю вас еще раз с праздником. Разрешите поздравить вас, Да, пользуясь ситуацией, конечно, обязательно. конечно, поздравьте, пожалуйста. Дорогие братья, дорогие мои сослуживцы, недавно вот батальон мой Керембаева показали, мне вспомнилось многое, как мы с вами в спецназе государственной разведки воевали. И хочу всех афганцев сегодня, города Ленска, Нерюнгри, ребята, всех вас, где бы вы ни находились, поздравить вас с этим праздником, пожелать вам здоровья вашим близким и всего самого наилучшего. С праздником вам, ребята. Да, боевые друзья, конечно, вам хочу пожелать, во-первых, здоровья, долголетия, не только афганцам, всем ветеранам боевых действий, которые служили за пределами Советского Союза, за пределами нашей Российской Федерации, кто и на сегодняшний день стоит на посту. Всем вам удачи, здоровья и счастья, семейного Праздником. благополучия. А я напомню, в связи со Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в военные годы, вспоминали ветераны афганской войны Валерий Лютый и Николай Гребенников. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на Якутии 24.